Сегодня я впервые хочу открыто сказать, что мы достигли больших успехов во внешней политике. Кто бы что ни говорил, мы и во внешней политике прорвались. Сегодня мы ведем на равных диалог со всеми иностранными партнерами. И при этом мы исходим только из собственных национальных интересов. И, конечно же, мы отдаем особый приоритет нашим соседним республикам, нашим соседям. И наши границы, как я и говорил несколько назад, наши границы постепенно становятся воротами дружбы. Воротами дружбы и добрососедства. Если в первые годы моего президентства буквально чуть ли не каждый месяц то на одной границе, то на другой были различные стычки, даже перестрелки, мы сегодня все видим, что ситуация коренным образом меняется. Мы научились защищать собственные национальные интересы, и теперь пришло время продвигать их. И это произошло не просто так. Страна, наш народ, наши граждане сильно изменились. Наш народ, наши граждане поверили в себя. Мы видим мощный подъем национального самосознания, мощный подъем духа у людей. Потому что долгое время нам навязывали синдром ущербности. Нас учили жить по чужим каким-то лекалам, подстраиваться под другую культуру. Потому что люди, которые руководили страной, даже не знали собственной истории, истории нашего древнейшего народа. Больше того, если раньше нашу страну узнавали по перекрытиям дорог, по митингам, по беспорядкам, по отключениям света, по проблемам с соседями, то сегодня, вы знаете, Кыргызстан весь мир знает по честным выборам, по всемирным играм кочевников, по грандиозным реформам, политическим и экономическим. Сегодня Кыргызстан — это страна, одна страна из 10, которая рекомендована к обязательному посещению туристами всего мира. И при этом рекомендована не только благодаря удивительной природе и радушию народа, но и прежде всего как безопасная и надежная для туристов страна. Безопасная и надежная страна.